Я продолжаю писать карту дня на 20 марта на понедельник. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это у нас знаки от весов и до рыбок. Если вы зашли на видео, да, то есть только сейчас вы первую часть не видели, хочу вас предупредить о том, что 20 марта будет очень важным днем. Это день весеннего равноденствия, да, то есть это такой очень сильный энергетически, да, важный день. В этот день нельзя ругаться, в этот день нужно быть в хорошем настроении, да, то есть что бы вот не выпало, что бы ни произошло, вы должны стараться контролировать, да, свои эмоции и контролировать себя. Поэтому тут вот надо на это обязательно обратить внимание. Смотрим весы. Сейчас посмотрим, что события покажут, что у вас может быть. Понедельник, 20 марта. Свидание. Прекрасно. Вот свидание очень хорошо устраивать в этот день. Проводить время с любимыми людьми, с детьми. Угу. А ссориться нельзя. Метла, да, то есть ссоры нужно исключить. Если метла проиграется как наведение порядков, это тоже прекрасно, потому что в этот день до вечера обязательно нужно навести порядки в квартире, в голове, на работе, то есть все должно быть чистенько. Надежда. Деловой разговор. Якорь. Ну, якорь может показывать, что вы на свидании проведете много времени. Заякоритесь. Любовь. Угу. Значит, так, смотрим. Получается у вас свидание, любовь, да, то есть в личной жизни все хорошо. Якорь просто показывает, что будет на этом свидании остановка надолго. Дальше будет надежда на что-то, возможно, надежда на деловой разговор. Ну, хотите что-то для себя получить в каком-то разговоре. Единственный минус, который у вас выпал, это небольшая ссора, но ссоры вы должны избежать в этот день, ссориться нельзя. Очень хорошо, если у вас метла проиграется как, ну и как я уже говорила, да, если вы наведете дома порядки, потому что метла иногда показывает уборку. А это будет как раз очень-очень кстати в этот день. Благодарю вас за внимание, весы, и перехожу я к скорпионам. Скорпиончики, смотрим. 20 марта, понедельник. События дня. Смотрим, скорпиончики. Что ждет в этот архиважный день? Угу, прекрасно, солнце. Отличное настроение. Это очень важно в этот день. Также еще мог быть якорь, но я, видите, якорь, первое солнышко мне бросилось в глаза, поэтому оставляю. Если вы увидели якорь, может показывать, что вы проведете много времени, допустим, где-то вот в каком-то одном месте. Также, смотрите, выпадает любовь, тоже очень хорошо в этот день.
посвящать время личной жизни. И еще также показывает, что будет какое-то событие, которое повторяется каждый месяц у вас. Ну, кстати, если брать планетарно, да, то есть в этот день будет новолуние, да, которое у нас бывает каждый месяц. Что, кстати, бывает крайне редко. В этот день совпало и новолуние, и новый солнечный год, да, получается. Прям будет очень сильный, такой сильный день. Деловой разговор может быть с кем-то. Событие, праздник в доме. Ну вот прям нужно устроить, да, событие, нужно отметить этот день. Также, смотрите, выпадает верность и выпадает цыпленок, общение с детьми. Кстати, очень важно, если у вас нет своих детей, этот день нужно хотя бы какое-то время посвятить детям. Может быть, у друзей есть дети, там, или у вас есть племянники, крестники. Должна быть вот эта такая детская энергия, веселья, задора такого, вот смеха. Обман может быть, причем, смотрите, обман выпадает в разговоре, в деловом, да, то есть может кто-то вас там обмануть. И победа. Победа – это очень хорошо. Корабль нельзя. Значит, смотрим, что получается. События все одно лучше другого, кроме одного. Значит, точно будет победа, точно все хорошо будет в личной жизни, любовь, верность, общение с семьей, с детьми, какое-то мероприятие, праздник, хорошее настроение, событие, которое повторяется еще может быть. Также может быть деловой разговор, и в этом разговоре вас могут обманывать, маска. Да, то есть, ну, возможно, человек просто будет одевать какие-то маски, то есть вести себя неестественно. Как вариант, может, конечно, и так быть. Но радует, что, видите, тут ложится победа. Да, то есть вот этот разговор для вас все равно будет победным. Да, то есть у человека ничего не получится, как бы он ни старался. Ну, в принципе, в этот день это естественно. Да? То есть любой человек, который будет делать гадости, пакости, обманывать, пытаться ругаться, для него все это будет оборачиваться негативом. Да? Потому что в этот день нужно, наоборот, излучать добро, позитив, да? То есть стараться вести себя правильно, не делать гадости, и тогда все будет чудесно. Вот такая вот информация для вас, скорпиончики. Благодарю за внимание. И переходим к стрельцам. Так, стрельцы. Двадцатое марта, понедельник. События для стрельцов. Свидание. Первое событие. Удача. Смотрите, тоже прекрасно. Удача, везение. Новости. Возможно, придет какая-то информация, новость о том, что вам где-то повезло, да, то есть или вам улыбнулась удача. События, которые выпадают рядышком, они могут вместе проигрываться. Ожидание. Ожидание, свидание. Разговор деловой. Череп нельзя.
и прибыль. Прекрасно. Да, то есть деловой разговор может принести вам прибыль, опять же, да, то есть если мы берем два события рядом. Надежда. Гости. Угу. Здесь нет, значит, смотрите, получается в этот день свидание, гости, получение информации, новости, удача, везение, деловой разговор, прибыль, ожидание и надежда. Так что вот такой замечательный день будет. Все события хорошие, соответственно, настроение у вас будет замечательным. А это очень надо в этот день. Для вашего же блага, да, то есть находиться в этих позитивных эмоциях. Благодарю за внимание и переходим к козерожкам. Козероги смотрим 20 марта. События дня для Козерога. Верность. Смотрите, лебедь. Гармоничные отношения в паре, любовь. Это очень важно в этот день. Посещение госучреждения, казенного дома может быть. Конфликт. Плохо. Ругаться нельзя. И после казенного дома выпадает. Да? То есть, возможно, в казенном доме конфликт, но нельзя. Постарайтесь себя как-то вот сдержать. И не... Даже если вас будут вызывать на этот конфликт, да, вот провоцировать, вот не ведитесь на эти провокации. Нельзя в этот день ругаться. Просто нельзя. Нужно быть в состоянии, да, такого вот, прям, знаете, какого-то умиротворения. Свидание. Хорошие новости. Ключ. Прекрасно. Ключ — это открытые двери, возможности какие-то, решение каких-то вопросов, которые долго не решались, да, то есть нахождение какого-то варианта, да, то есть как их решить. Угу, здесь нет. Значит, смотрите, все прекрасно, кроме одного, да, то есть точно все хорошо в личной жизни, верность и свидание. Возможно, в этот день может быть даже знакомство и первое, да, вот первое свидание у кого-то. Дальше вы можете получить очень какие-то хорошие новости, позитивный ключ, да, то есть ключ, какое-то ключевое решение, важный какой-то момент, шанс, да, то есть поэтому тут вот тоже показывает, что вы будете очень довольны. Посещение госучреждения, возможно, вот решение, да, ключевое решение по какому-то вопросу. И единственное, что у вас выпадает негативным, это конфликт, 2 меча. Да, то есть вот вам нужно, единственное, чего избежать, постараться, это конфликта в этот день. А в этот день, да, вот как раз те люди, которые находятся на низких вибрациях, да, которые негативны по своей природе, они прям бесноваться будут, понимаете? То есть вот в этот важный день. Вот они прям будут постоянно злые, они постоянно всех будут выводить, да, то есть выводить из себя. Поэтому вот не ведитесь на их провокации, не надо. То есть нужно вот пропускать мимо ушей, да, просто вот не обращать внимания, пусть себе, да, там, пусть себе провоцируют, пусть себе кричат, ругаются на здоровье, да, то есть им же хуже.
а вы должны себя сдержать. Так, благодарю за внимание и перехожу к водолеям. 20 марта, понедельник, события дня для водолеев. Ключ. Замечательно. Все в ваших руках в этот день. Все, что вы не задумаете, все у вас получится. Деловой разговор, общение может быть. И получение, смотрите, какого-то документа, информации. Да, то есть в этом разговоре вы для себя что-то можете получить. Общение с друзьями. Любовь нельзя. Общение с детьми. Прекрасно. Детская энергия очень важна в этот день, да, чтобы вокруг были дети. Так что, если нет своих, ищите друзей с детьми, да, то есть, может быть, у вас есть племянники, крестники. Печаль. Печаль нельзя. Печалиться ни в коем случае нельзя в этот день. Гости. Да, то есть, возможно, в гости придут друзья, дети, да, то есть будет какая-то шумная компания. Печаль здесь может показывать тему обсуждения, да, то есть, может быть, что-то будете вспоминать такое не очень приятное, но нельзя в этот день вот прям все темы негативные, все темы такие, которые, да, вот вызывают чувство боли, разочарования, тоски, печали, все это вот отложить на следующий раз нельзя в этот день. Так, и больше нет. Значит, смотрите. Ключ показывает, что день будет очень важный, ключевой. Вы можете найти, там, не знаю, ответы на все вопросы, выходы из всех сложных ситуаций. То есть ключ всегда хорошо. Деловой разговор, получение чего-то для себя. Дальше гости, общение с друзьями, общение с детьми. И вот единственный минус – это печаль. Ну, так как тем нет для печали других, то, скорее всего, я думаю, что печаль это будет связано как-то вот с разговором. Да, то есть какая-то тема такая. Ну, постарайтесь избежать всех этих тем в этот день. Нужно быть на позитиве, нужно быть счастливыми, довольными, да, встречать новый солнечный год в хорошем настроении. Благодарю за внимание, водолей, и перехожу я к рыбкам. Смотрим. Так, рыбки, 20 марта, понедельник, события дня. Покажите мне, что будет у рыбок. Смотрим, рыбки, что вам этот день важный приготовил. Кто не знает, это день весеннего равноденствия. Так, смотрим, сразу же выпадает метла. Если вы с кем-то там планируете поссориться в этот день, ни в коем случае. Да, то есть ни в коем случае ругаться в этот день категорически запрещено. Если вы решите по метле навести порядки, прекрасно, да, потому что вот порядки наводить в этот день – это то, что надо. А ругаться нельзя. Любовь. Бокал здесь нельзя было.
Любовь хорошо, да, признаваться в любви, заниматься любовью, там, не знаю, все это замечательно, все это нужно, даже не можно, а нужно делать. Время, что-то со временем может быть связано. Угу. Рыба, хитрость, обман, уловки какие-то, надо быть вам осторожными. Исполнение желания, прекрасно. Выбор, колебания, сомнения. Вот, кстати, может быть, не зря у вас будут эти сомнения, да, то есть, возможно, вы почувствуете интуитивно, да, что здесь какая-то вот, ну, какой-то, да, какая-то хитрость, есть какая-то, да, загвоздка. Вот вы прям почувствуете, возможно, станете перед выбором, соглашаться, не соглашаться. Деловая встреча. Возможно, видите, это будет как-то связано с делами, с работой. И обычно это такое, знаете, очень заманчивое какое-то предложение, от которого прям, ну, сложно очень отказаться. Ножницы, решится какой-то вопрос у вас на этой встрече. Гости нельзя. Угу. И здесь нет. Значит, смотрим, получается, из плюсов. В личной жизни все прекрасно, это хорошо. Метла, хорошо, если это будет уборка, а не ссора. Да, если ссора, постараться избежать. Время, ну вот надо следить за временем, потому что можете куда-то торопиться, да, не успевать. Исполнение желания, встреча деловая, рабочая, решение вопросов, выбор, два варианта. И вот еще второе предупреждение, да, то есть это вам надо постараться избежать каких-то заманчивых предложений, сделок, да, то есть тут вот пытаются вас куда-то втянуть. Но опять же, в этот день, да, все люди, которые пытаются, да, вот вести себя таким образом, то есть пытаются обманывать, жульничать, да, то есть что-то для себя выцыганить, да, вот, ну, они остаются с носом, да, потому что в этот день это категорически нельзя делать. Нужно наоборот отдавать, быть добрее, да, то есть не ругаться, да, уступать, идти на какие-то компромиссы, да, то есть и тогда тебе вот Вселенная все это вернет, потому что очень сильный энергетический день. То есть какие энергии вы заложите, да, энергии плюса, соответственно, будет много плюса, энергии минуса будет потом много минуса. Особенно вот день рождения же у вас рыбки, да, то есть вот у кого выпадает день рождения на 20 марта, это прям, ну, очень важный будет день рождения, потому что, во-первых, это календарный, да, вот природный год начинается, новый у нас, плюс лунный, да, потому что это будет первый лунный день, да, то есть новолуние будет в этот день, поэтому это прям вот, если у вас еще выпадает. Я делала, у меня есть, как отмечать день рождения, нужно высчитывать точную минуту рождения. Если у вас еще и минута рождения выпадает, вот на 20-е, ну это прям у вас, если вы ее встретите правильно, как я рассказываю в видео, у вас придет энергии, ну, раза в 3-4 больше, чем просто приходит в день рождения, потому что она будет усилена еще энергией вот этого дня весеннего равноденствия, да, то есть у вас такой прям бурный поток, прилив энергии может быть, если вы все сделаете правильно. Так что, если вдруг 20 марта день рождения, обязательно высчитывайте минуту рождения. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.